Эллей, сын Ирахтагы, царя. Он пришел в этот край, сев верхом на плывущую по реке лень-корягу. Когда он плыл, перед ним все время рисовался образ жеребца с яркой блестящей шерстью на крупе, а шерсть в тонкой части конечностей была с голубоватым оттенком. Этот жеребец с ржанием то и дело показывался впереди, а Эллей следовал за ним. Приплыв, Эллей пристал к песчаному берегу. Рассказывают, что в той местности жил человек по имени Амагой Баай. Он на песке заметил следы человека величиной с большой продолговатый садок, Тынтай. Заметив самого Эллея, он издали стал с ним разговаривать. Незнакомец сказал: «Я сын Ирахтагы, царя. Меня зовут Эллеем. Прибыл сюда. Дай мне одежду». До Эллея якуты не знали ни юрты с наклонными стенами, ни кумысной посуды, ни дымокура, ни сетей и морд для рыбной ловли. Все это впервые завел Эллей. Он же первый устроил летний праздник Иссеах. Когда Эллей на Исаахе возгласил «Уруй», в его чаше выпала белая ильге, животворная влага, величиной с яйцо чирка. В это время явно для всех и при ясном небе выпал такой сильный дождь, что намокла вся окрестность и потекли ручьи. Этим Господь Создатель дал знать о своем существовании. Якутия – это и великие географические открытия, это и удивительные, совершенно овеянные уже легендой люди, потому что за каждым именем стоит удивительная история. И так, перебирая в памяти имена, не выстраивая их в историческую цепочку, а просто имена по тому вкладу, который они сделали не только в историю Якутии, но в историю России, в мировую историю, да, скажем, Семен Дежнев. Вот представить себе его сподвижников, которые пытались выйти неоднократно на мыс Дежнева, да, ставший уже мысом Дежнева. Это продолжалось не год-два, а несколько десятилетий. Это, конечно, подвиг. Это и подвиг и научный, и географический. И его можно смело сравнивать с великими путешественниками, и с Магелланом, и Колумбом. Мы как так невольно отдаем должное тем героям, но, мне кажется, иногда не отдаем в полной мере должное этим людям. Им, наверное, настало время воздать им должное и поставить им памятники. Якуты – самый северный в мире народ тюркской языковой группы. То есть это те языки, на которых говорят и турки, и татары, и узбеки, и казахи, и киргизы, и десятки других народов, расселенных по всей Азии и Восточной Европе. И не просто самый северный, а еще как бы островной народ. Ближайшие к нему языковые родственники живут в 2000 километрах к юго-западу, в Саянах, в Туве, на Алтае. Считается еще, что именно из-за этой своей изолированности якутский язык и самый близкий к древним корням всех тюркских языков.
И есть мнение о степном, южном происхождении якутов. Само слово это было заимствовано русскими у ивенков, называвших ленских конных людей экот или якот, то есть не местный, не коренной на Лене, какими считали себя ленские ивенки. Сами себя якуты называют саха, во множественном числе сахалар. О значении этого слова давно идут споры, и одно из самых распространенных объяснений тоже крайний, окраинный. Общеизвестно, что на этой земле очень трудно выжить, и любой народ переселяется в то место, предположительно, где должно быть у него более комфортно. А таких условий, конечно, тут не было и не могло быть. Поэтому я думаю, что народ сюда появился, наверное, не добровольно, не просто так, а в составе какой-то такой глобальной, глобального дела, наверное. Моя версия такова, что народ Саха сюда переселился в составе воинского контингента, целью которой было, наверное, освоение новых земель. Меня привлекло то, что многосоставной элемент якутского народа. Якутский народ содержит в себе свыше 20 различных наций, народов. А это, конечно, может быть только в составе воинского подразделения. Это принцип составления монгольской армии. Вот почему, наверное, я догадался, что народ сюда появился в качестве военной части. Жизнь, устроенная в этом изменчивом срединном мире, 35 племенами, родами, воспели словами Аланхо почтенные старцы, великие Аланхасуты. Наверное, не у всякого народа существует такой эпос, который существует у якута. То есть речь идет о знаменитом эпосе Аланхо. Вы сами знаете, что в Якутии очень долгая зима, очень холодная, в значительной части территории полярная ночь, да? И людям как-то нужно было в старину и время коротать, и чем-то заниматься, и поэтому в народе жили такие сказания, которые могли рассказываться 2, 3 и даже больше суток. И все жители этой юрты, небольшого этого жилища, как бы превращались в зрителей, а один человек, который исполнял, их называли аланхасутами, он в одном лице из себя представлял, можно сказать, театр одного актера. То есть он не только пел, произносил речитативом монологи всех действующих лиц этой истории, легенды, мифа, но он и играл их. И, по сути, этот театр жил постоянно в народе. И такие знаменитые аланхасуты, они были, может быть, даже более известные и более уважаемые, чем самые богатые люди. То есть у них был культ. Они были по-настоящему такие народные артисты. Одна
семья, например, около озера, вот семья живет, больше никого нет. Вот они в этом балагане живут, и им же вот тоже хочется с кем-то говорить же, поделиться. Наверняка он думает, да, о небе, о космосе, о чем-то, о людях он думает. Ему плохо иногда, он болеет или радуется, а хочет же выразить чем-то, да? Вот почему хомус есть. Женщина вот, если не поет, около печки сидит, у нас печка камелек. Все время дрова бросает, а это горит, 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 горит. Никто там не закрываешь, ничего, тепло не дает. Вот просто все идет в небо. Вот около так печки она сидит и может играть и петь. Вот то, что ее мучает, может петь. Тут же придумать слова и выговориться, и петь. В древности такой Алас, такой, это местность такой вот, от вечной мерзлоты, вот когда вечная мерзлота таяла, да, то, значит, образовывались такие вот удивительные такие, как бы, луга, да, кругом такие вот, как сказать, дерево там. И вот, значит, на этом Аласе одно избушка стоит там, и никого нет кругом, пурга там, снег на далекое расстояние. 3 миллиона квадратных километров, представьте себе, даже еще больше было. Огромное расстояние, там сидит человек и вот сочиняет это мироздание, верхний, средний мир, нижний мир, параллельные миры создает такое. Вот какое сознание было, вот как бы богато. И невозможно не делать театр. Создают театр Аланхо, как театр Кабуки, как театр Пекинская опера. Это необходимо. Это неповторимый театр. В Аланхо, в эпосе, да, богатство, вот присутствие всех поколений в семье, это и есть признак великого счастья. Поэтому семья – это самое главное. Но я говорю об идеальном мире. Но мир-то другой чуть-чуть. Слава о якутском драматическом театре уже давно и прочно основалась в театральном мире. Без него не обходится ни один театральный фестиваль, и везде самый радушный прием – восторженные отзывы прессы. Художественный руководитель театра Саха Андрей Борисов, режиссер, педагог, министр культуры Республика Саха. Спектакли Андрея Борисова полны смелых режиссерских решений. Они ярки и неординарны, как сама личность их постановщика. Впечатляет нетрадиционность его мышления, которое легко ломает привычные театральные штампы и зрительские стереотипы. Идеальный театр, о котором мечтает Андрей Борисов, соединяет в себе современную театральную мысль и традиционную национальную эстетику. Несколько лет назад было построено новое здание Саха-театра. Вместе с архитекторами Андрей Борисов сочинял его так же, как сочиняет свои спектакли. Вот эти колонны они как бы несут такой очень важный смысл для нас, для нашего театра, потому что вот над колоннами написаны имена классиков якутской драматургии. Это настоящие, в этом полном понимании этого слова, классики. И Алампа Сафронов – это наш Островский, Николай Неустроев – это наш Гоголь, Платон Аюнский, я о нем говорил много, Суорно Аллан, 98-летний наш Аксакал, он жив, будем его отмечать столетие, к этому готовится он, и Иван Гоголев, 5 классиков. В начале 20 века, когда в православном храме в городе Якутске открылся наш театр под куполом православного храма, охраняемый этим куполом, вот, и у нас уже была классическая драматургия. Тут вот за мной вот этот наши старейшины театра, которые работали
всю жизнь в нашем театре и те, которые начинали театр. Наш театр-то начал Дмитрий Дмитриевич Больше, который начал с наших якутских, вилюйских самодеятельных коллективов и пришел в театр. И 17 октября 1925 года в его постановке была дана первая постановка комедии якутской. С этого дня и начинается летопись исчисления возраста нашего театра. В общем-то, в нашем театре давно уже работают выпускники Щепкинского училища, а первый курс начал набираться уже в году 50-м. Это уже 54 года тому назад. И этот курс набрала Вера Николаевна Пашенная. У нас в театре-то 5 студий в театральном училище имени Щепкина кончила. И вот так дальше идет. Приплыли первые русские казаки по Лени-реке по течению. Они приплыли, облюбовали это место. Вот мы находимся на историческом, географическом месте первого основания города Якутска. И существует еще одна легенда. Эти места принадлежали барагонскому князю Тойон Лёгёй. Петр Бекетов просил у этого Тойона землю. Тот ему дал коровью шкуру и сказал: вот столько места я могу вам разрешить. Да? А Бекетов взял и разрезал вот эту шкуру на такие кусочки, ленточки, да, и обвел такую небольшую территорию, и он там обосновался. И князь Лёгёй засмеялся, он был очень умным человеком, дальновидным человеком. Он увидел, что вот вновь приплывшие люди, не похожие на них люди, они сильны, они огромный ростом, и у них такие орудия труда, которых они не знали. Вот топоры, огненное, дующее огнем ружье, как называли они тогда. Они не знали ружья, у них были лук и копья только были. И он увидел, что эти люди приплыли, незнакомые к ним люди приплыли из каких-то дальних, более развитых стран. Да? И вот поэтому он так решил встретить миролюбиво. Он засмеялся и в знак примирения он по обычаю предков на острие копья преподнес ему связку соболей. В знак того, что он разрешает ему построить на своей земле вот острог. Когда был построен этот острог, был проездом наш тоже великий русский путешественник, ученый Семен Дежнев. И он женился на якутской красавице Абакаяде Сичу. И они обвенчали в церкви. Это первая девушка, которая вышла замуж за русского законно, вот наша Абакаяд. Вообще наш музей назван «Дружба». Он посвящен многовековому содружеству русского и якутского народа. И почему именно на этом месте был построен музей? Потому что в 1632 году именно здесь был построен первоначальный острог. Sumugar harkdanir sotoyugar serga sırır ding 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 çorancık lenkini budorgon elberi sanatar. На будущий год как раз театр отмечает 85-летие. 15 сентября 1920 года первый театр, первая постановка. И все уже мы знаем, что мы поставили в этот день, 15 сентября, Максима Горького на дне. Вот ведь откуда начался наш театр, откуда история культуры в Якутии. И вот Якутский национальный театр, он из нас произошел. Он 5 лет с нами работал, в нашем чреве, только потом
через 5 лет как бы оформился самостоятельно. И сейчас в нашем, вот в этом городе небольшом, 220 тысяч населения, 7 театров. Это о многом говорит. И вообще-то, скажем так откровенно, что республику нашу, а особенно город, называют театральной республикой, театральным городом. Ну, во-первых, для этого есть основания. Сам министр наш, Андрей Савич, он же, сами знаете, еще и постановщик, и художественный руководитель вот Национального театра, и ставит мощный спектакль. Пред врагом не спустили славный Андреевский флаг. Россия вас не забудет. Настала минута прощания. Прощайте, сынки. Прощай, старина Юрий. Миру всему передайте чайке печальную весть. В битве врагу мы не сдались. У нас премьер 6,5, 7. Шестая, ну, седьмая, она как бы переходящая на следующий сезон. Вот. Мы в репертуаре своем стремимся отдавать внимание классике, и преимущественно русской классике. Население Якутии 990 тысяч человек. Территория 3 миллиона 103 тысячи квадратных километров. Это 1/6 часть территории России. Когда-то Якутск был деревянным. Но время меняет город, и новые здания, которые сегодня возникают, радуют своей красотой и продуманностью. У архитектуры Якутска свой стиль, и он очень подходит к городу, который стоит на вечной мерзлоте, где кристаллы льда сияют так, что иногда их можно принять за алмазы. В республике более 40 народных театров, 8 государственных театров, более 50 музеев, 93 детских школы искусств и даже хореографическое училище. Классический танец в жизни народов Севера играет огромнейшую роль. В 1946 году был поставлен первый национальный балет «Полевой цветок» Марка Жиркова, Генриха Литинского. В 1947 году был поставлен «Бахчисарайский фонтан», советский классический, очень интересный спектакль. С тех пор, не прерывая ни при каких обстоятельствах, ни при каких войнах, классический балет существует. И вот мы доросли до того, что имеем свою школу, профессиональную свою школу. Аксинья Васильевна Посельская была первой якуткой девушкой, которая встала на пальцы. Она стажировалась в Москве в хореографическом училище при Большом театре. На будущий год исполняется 10 лет хореографическому училищу. И, конечно, наша очень большая победа – это сотрудничество с Юрием Николаевичем Григоровичем. Это постановка его шедевра «Ромео и Джульетта». Вот в этом году вот совершенно недавно премьера прошла. И, конечно же, это участие наших учащихся. А «Ромео и Джульетта» вообще танцуют главные партии. Все выпускники вот, хореографического училища имени Аксиньи Васильевны Посельской. И как все заметили, Якутия вся танцует. Якутия вся танцует. Такое впечатление, что нам хорошо. А разве это плохо, когда нам хорошо? Нам должно быть хорошо. Деятели культуры Якутии на международных фестивалях и конкурсах чувствуют себя равными среди равных, а порой и первыми среди равных. Если вспомнить победы Ивана Степанова на конкурсе имени Шаляпина, гран-при юной пианистки Юлии Слепцовой на международном конкурсе в Литве и Айталины Адамовой на конкурсе Чайковского в Москве. Il vichetto cercò vuol marito la ragazza, vuol freme questi pazza, tutti e due son da legar. Sì, sì, tutti e due son da legar. Sì, sì, tutti e due son da legar. Tutti e due son da legar. Tutti e due son da legar. Tutti e due
Надо сказать, что театральные и концертные залы никогда не пустуют. Такого в Якутске не знают. Публика более чем благодарная, даже в любые морозы, а зимой бывает и 60 градусов ниже нуля. Театральные залы, художественные галереи переполнены. Собрание Национального художественного музея Республики Саха-Якутия – это совокупность коллекций изобразительного искусства народов республики, русского и зарубежного искусства XVI-XX веков. Русское искусство представлено полотнами Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Маковского, Левитана, Куинджи, Коровина, Кончаловского, графикой Серова и Фаворского. Коллекция зарубежного искусства знакомит с картинами, рисунками и гравюрами итальянских, голландских, фламандских, французских, немецких и английских мастеров. Я думаю, что люди, которые основали в начале 20 века наш музей, это были неисправимые мечтатели. Вообще, я скажу, что наш музей, он как бы носит синтетический характер. Это не только якутское изобразительное искусство, все виды и жанры его. Западноевропейское искусство подарено нашим землякам в 1962 году. Это более 300 произведений живописи, гравюр, декоративно-прикладного искусства. Сам профессор как бы считал, что здесь, на краю земли, люди также должны прикасаться к мировым шедеврам, что республика от этого станет богаче, духовнее, чище, что дети будут воспитываться на этом наследии. Это был, конечно, благородный поступок. Ну и в 1928 году Третьяковская галерея подарила республике 27 произведений известных мастеров русской живописи XIX века. И теперь, конечно, это гордость нашего музея. Буквально в 2002 году состоялся фестиваль в Москве, фестиваль искусства земли Аланхо. И мы представляли свои коллекции в залах Государственной Третьяковской галереи. Участвуя в их проекте, совершенно замечательный проект «Золотая карта России». И мы были самой северной точкой и как бы открыли впервые вот страницу эту северную, какие же коллекции в России есть далеко на севере. У нас ведь город студенческий, университеты, институты, и всем как бы, возможно, это заложено в программе. Или же сами люди, услышав об очередной выставке, они как бы спешат в наш музей, и мы не страдаем от того, что он не посещаем. Якутский шаман, но раньше это очень запретная тема была. Запрет был. Гонение было, шаманов всех, как говорится, садили, некоторых расстреляли тоже. То есть очень большое гонение было, ну, во времена советской власти. Но все-таки народ-то верил в этот шаманизм-то. Настоящие шаманы были, и правда, это абсолютно, как говорится, можно сказать, сверхчеловеки были. С такими способностями, которых у нас нету абсолютно сейчас, в данное время. Я тоже вынашивал эту тему очень давно, но первую работу я еще писал до поступления в училище. Это где-то в 60-м году, начиная с 85-го года, где-то вот так, когда перестройка была. Я очень смело начал работать над этой темой. И итого написал большую серию «Якутский шаман», состоящую из 20 работ. И закончил где-то в 2000 году. И 2000 год я здесь выставлял эту работу, эту серию. В этом зале по сюжетам Библии я выставлял 35 работ. А на первом зале «Якутский шаман» из 20 работ. Вот такая. И название было «Мистическое и реальное». Пусть откроется сознание твое. Запоминай знаний больше. Умей слушать неслышное. Сумей видеть невидимое. Полагать неочевидное. Пробей дороги добра. Открывай направление святых деяний. Будь умен и мудр, силен и терпелив. Благословение по-якутски.
что такое шаманизм? Религия это или не религия? Ну, тут можно сказать, что шаманизм бывает разный. Шаманизм бывает разный, он бывает по-разному развит. И вот если говорить о якутском шаманизме, то его вполне можно назвать религией. Почему? Потому что в якутском шаманизме очень четко и детально разработаны все его аспекты. Люди живут в среднем мире, а нижний мир тоже делится на уровни соответствующие. И опять же на каждом уровне живут свои злые силы. Причем они могут жить даже не только, например, на 3-м уровне снизу, но и в северо-западной части. Вот. И шаман, находясь в среднем мире, он является как бы посредником между людьми и вот всеми этими божествами, значит, отрицательными и положительными. И в каждом случае он апеллирует к какому-то конкретному божеству. Существовали белые шаманы, которые апеллировали только к высшим божествам, и по сути их можно было бы назвать жрецами. И существовали черные шаманы, которые могли работать только вот с этими нижними силами. Ну, черный шаман вроде бы это плохо, но в то же время белый шаман, скажем, не может проникнуть в преисподнюю, не может там, так сказать, ничего там сделать, да? А большинство шаманов, если вот пользоваться этой терминологией, можно сказать, были черно-белые. Я не шаман. Я просто как алгощит, это благословитель. Но актером в 1974 году окончил Шевкинское училище. И потом в театре работал, в Якутском театре. И потом мне надо работать с ребятами, которые, чтобы мы чувствовали, чтобы с природой надо как отношение к природе. Когда Бог пролетал над землей и осыпал дарами, над Якутией у него так замерзли руки, что он раскрыл ладони, и все, что было у него в руках, просыпалось на эту землю. Вот это идет от природы. С самого детства ребенок воспитывается таким образом, как бы воспринимает всю природную среду как соразмерность, как надобность, как необходимость, как природное такое явление. Основное в ювелирном искусстве Якутии как бы вращается вокруг женщины и вокруг лошади. Якуты стараются в первую очередь украшать верховых коней и женщин. Всегда вот когда говоришь «я из Якутии», все понимают, что это край очень суровый, край холодный, край очень больших просторов. Все представляют, что там есть алмазы, золото, мамонтовая кость. Но не все представляют, что там живет очень любознательный, очень добрый и восприимчивый народ. Восприимчивый ко всему красивому. Это Арктический государственный институт культуры и искусства, сокращенно АГИКИ. Он был создан не так давно при активном участии министра культуры Республики Саха Андрея Борисова. Если ты хочешь научиться резать по кости или писать картины, петь или служить в драматическом театре, иди сюда. И приходят. Конкурс в АГИКИ немалый. Приезжают сюда учиться не только якутские ребята, но и со всего севера. Разнообразные факультеты готовят кадры, которые должны пополнить театры, художественные мастерские и народные ансамбли. Идет новое поколение, и при большом конкурсе нет отбоя от желающих. Минус 30 для нас как подарок. В якутской культуре нет понятия все-таки Деда Мороза. Да, есть понятие бык холода, потому что он все-таки олицетворяется с такой агрессией. Да? Он не ласкающий, а он агрессивный. Поэтому не случайно, что в эпосе есть понятие, теряется один рог у быка, а потом второй. То есть уходит эта агрессия холода, агрессия, которая стягивает твои силы, твои возможности. И вдруг появляется тепло. Красивые молодые лица и подснежник в их руках. Это здорово. Зарождение жизни. И, наверное, поэтому самый любимый цветок – это подснежник. Он всегда восхищает, потому что это такая крошка, которая еще снег слева и справа, эта крошка пробивается, пушистая, нежная, мягкая. Вот, и он кажется самый красивый на свете. И поэтому, когда я бываю в других местах, я не вижу подснежников, их там просто нет. Вот ощущение, как любимая женщина, как будто нет любимой женщины рядом.
Указом первого президента Республики Саха Михаила Николаева 12 лет назад была основана Высшая школа музыки. Это не только высшее учебное заведение, это место, где живут и воспитываются таланты от 6 до 17 лет и получают начальное и среднее образование. Мы сразу, значит, организовали экспедиции и всех направили по улусам и республике. Были в 20 улусах, просмотрели 9 тысяч детей, из них решили принять 100 одаренных детей. Это 100 детей, одаренные дети, буквально, где-то 90% полностью оправдали. Остались в школе, стали лауреатами, дипломантами, стали принимать самое активное участие в всевозможных международных конкурсах, российских конкурсах и, значит, делали большие успехи. На севере особый образ жизни у людей, значит, и поэтому для нас очень важно вообще само человеческое общение. А что такое человеческое общение? Значит, это и какой-то деловой разговор, это и, будем говорить, какие-то общие проблемы, но это и, прежде всего, культурное общение. Видимо, это присуще всем северянам. Значит, и поэтому у нас люди по-особому относятся ко всем проявлениям культуры. И к высокому искусству. И, конечно, естественно, раз такое отношение людей, то и молодые люди тянутся, хотят стать звездами там, в оперном деле, или, предположим, в балете, или в цирковом искусстве. Вот. Но мы, в общем-то, стараемся поддерживать и развивать культуру на всех уровнях, потому что это раскрытие потенциала человека, с одной стороны. Значит, а с другой стороны, это, если хотите, и здоровый образ жизни, это будущее. Да.